Коми в списке 7 регионов страны, на которые приходится почти половина задолженности по заработной плате. И этот объем, увы, пока нарастает. Такие данные прозвучали на совещании президента с членами правительства в Кремле. При этом большинство таких случаев связано с деятельностью частных компаний. У бюджетных организаций эти проблемы возникают лишь как исключение. Министр труда Максим Топилин предложил дать определенные поручения губернаторам. Мол, точечные административные меры иногда все-таки дают эффект. Это когда работа по выявлению случаев мониторится в ежедневном режиме и берется на карандаш не только федерального инспектора, но и полпреда. 46%, почти половина задолженности, это 7 регионов: Хабаровский край, Приморский край, Кемеровская область, Амурская область, Коми, Мурманская область. Я бы попросил по итогам совещания дать поручение этим губернаторам, потому что вот у нас была непростая ситуация на угольных предприятиях в Ростовской области. Такая компания, как Кинкол, когда губернатор Ростовской области в эту ситуацию сам включился, хотя это не его предприятие, не его задолженность, то нам удалось в течение полугода эту тему закрыть, и задолженность перед работниками, старая задолженность была погашена. Поэтому, когда губернаторы в этот процесс включаются, происходят, так сказать, положительные вещи в регионе. Ну, смотрите, обрабатывающая промышленность, там, строительство, ладно, там много, может быть, вопросов и так далее. Но меня на что вот обращаю внимание, что настораживает. В сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях 12%. Там что, денег меньше, что ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности как минимум, невнимательном отношении к людям, вот и все. И поэтому вот все, что вы так достаточно подробно и долго излагали, это все правильно. Нужно усиливать и нормативную базу, но внимание нужно к этим вопросам побольше. Нужно, чтобы инспекции работали как следует. И привлекать нужно правоохранительный орган. Я соответствующие сигналы еще там пошлю туда и в прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательнее. В Коми основным должником перед своими работниками традиционно является шахта «Интауголь». Ситуация там находится на особом контроле руководства региона. На Инту приходится половина всех работников, которые не получают зарплату вовремя. Впрочем, до конца года ситуация здесь должна выровняться. Из резервного фонда правительства России на предприятие поступят средства в размере 1 300 000 000 рублей, которые пойдут не только на погашение долгов, но и на мероприятия по возобновлению добычи. Напомним, все производственные работы здесь остановлены с 1 августа.